Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Джор Кеңеша в Конституционном суде Сыранову Самату Кыштыбекович. Саламатсыздар ба, урматтуу судьялар, уважаемый Төрага. По ходатайству Теперова Михаила Алика Павловича о проверке конституционности части 1 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных силах и тружениках тыла, части 4 статьи 11, часть 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Джор Кеңеш Кыргызской Республики, проанализировав вышеуказанное ходатайство и считать приведенные в нем доводы необоснованным и требования обращенной стороны не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. В соответствии с частью 4 статьи 11 Конституции Кыргызской Республики гласит, что Кыргызская Республика стремится к сосуществованию другим государствам на принципах согласия и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества, мирного решения глобальных и региональных проблем. Закон Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла определяет правовую, организационную и экономическую основу государственной политики Кыргызской Республики в отношении ветеранов войны, вооруженных сил и тружеников тыла, устанавливает статус ветеранов в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение общества. Также законодательство Кыргызской Республики о ветеранах войны, вооруженных сил и тружениках тыла состоит из настоящего закона и также других законодательных актов Кыргызской Республики, направленных на их социальную защиту. Часть 1 статьи 17 вышеуказанного закона регулирует социальные гарантии, которые предоставляются участникам боевых действий на территории СССР, включая военнослужащих Советской армии и военно-морского флота, а также лиц начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел СССР и других военных специалистов и советников, которые участвовали в военных действиях. Указано в статье предусмотрено, что участники боевых действий пользуются социальными гарантиями, которые были предоставлены участникам Великой Отечественной войны. Эти гарантии включают различные виды помощи и компенсации, предназначенные для улучшения условий жизни участников боевых действий. Из вышеизложенного можно отметить, что часть 1 статьи 17 вышеуказанного закона и часть 4 статьи 11 Конституции Республики регулируют разные правовые сферы. Исходя из ходатайства гражданина Михаила Алика Павловича был откомандирован Демократической Республикой Афганистан на основании постановления секретариата ЦК КПСС от 4 мая 1983 года о направлении партийных советников ЦК КПСС Демократической Республики Афганистан для оказания содействия и обслуживания правящей Народной Демократической партии Афганистан. Как вытекает из письма государственных органов и Министерства обороны Кыргызской Республики, в свое время Михайлов Олег Павлович был первым секретарем Таласского горкома партии Кыргызии и был откомандирован Демократической Республики Афганистан на основании постановления секретаря ЦК КПСС от 4 мая 1983 года. Михаил Олег Павлович работал партийным советником первого секретаря Демократической партии Афганистан, провинции Парван, на учебные сборы не призывался, и Афганистан был направлен не через военкомат. Вопрос о включении Михаила Алика Павловича в числе участников боевых действий на территории других государств в трех инстанциях суда не оставлен без удовлетворения. Да? И в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, выступившие в законную силу актов Кыргызской Республики обязательно для всех государственных органов местного управления, юридических лиц, общественных объединений, должностных физических лиц и подлежат исполнению на всей территории Кыргызской Республики. Также я хочу отметить, что постоянно действующая межведомственная комиссия по проверке и установлению лиц, незаконно пользующихся льготами Министерства обороны Кыргызской Республики, учитывала архивные документы и руководствовалась перечнем войсковых частей, в котором указывались даты начала участия в боевых действиях и их завершения. По ним определялись участие в боевых действиях конкретного военнослужащего. Партийные советники не принимали участие в боевых действиях. Проживание Михаила Алика Павловича и супругой
Михайловой Валентина Григорьевна на территории Демократической Республики Афганистан с 17 октября 1983 года по 22 июля 1984 года указывает на то, что угрозы их жизнедеятельности не было. Михаил Олег Павлович не участвовал в боевых действиях. Он не имеет боевых наград за участие в боевых действиях и не получал увечья. Министерство обороны Кыргызской Республики считает, что нецелесообразным и несправедливым приравнивать в правах, льготах партийных советников участникам боевых действий, которые стойко перенесли тяготы и лишения воинской службы, получили ранения, контузии, стали инвалидами. Депутатам 6-го созыва Жогорку Кенеш Кыргызской Республики Рыспаев Кожобек Жайчбекович был инициирован проект закона Кыргызской Республики о внесении изменений в закон Кыргызской Республики о ветеранах войны вооруженных сил и тружениках тыла, предусматривающий выключение советских и партийных советников число лиц, имеющих право на социальные гарантии. Да? И этот законопроект в шикарном закону, принятым на Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27 сентября 2017 года и поступило возражение от президента Кыргызской Республики от 8 ноября 2017 года. И закон кыргызского возражения от президента Республики рассмотрен на заседании Жогорку Кенеша, и где отклонение указанного закона принято постановлением Жогорку Кенеша. В 2019 году единичный законопроект в интересах Михаила Олега Павловича был инициирован депутатом 6-го созыва Пирматовым Искак Айтбаевичем. Был инициирован проект закона. И также в шикарном закону были возражения. Соответственно, абзацом 1 статьи 2 закона Кыргызской Республики о статусе военнослужащих. Статус военнослужащих имеет граждане Кыргызской Республики, состоящие на военной службе, вооруженных силах, других военных формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, а также военнообязанные, находящиеся на военных сборах. Как указано выше, Михаил Олег Павлович, как военнообязанный, не призвался на действительно военную службу. Военнослужащие, а также военнообязанные призванные военные сборы рисковали своей жизни, здоровья, получили ранения, увечья и перенесли все льготы лишения воинской службы. Соответственно, несправедливо приравнение партийных советников в социальных гарантиях военнослужащими. На основании изложенных считаем, что оспариваем части 1 статьи 17 закона Кыргызской Республики ветеранов войны вооруженных сил и тружеников тыла не противоречит части 1 статьи 11, части 1 статьи 23, части 1 статьи 24 Конституции Кыргызской Республики. Руководство статьи 34 Конституционного закона Кыргызской Республики о Конституционном суде Кыргызской Республики просим ходатайствовать Михаила Олега Павловича не удовлетворить. Спасибо, да.